Николай, вы сегодня встречались с омбудсменом Людмилой Денисовой. Вот расскажите подробнее, о чем вы с ней говорили и каковы перспективы освобождения военнопленных моряков? Ну, встреча была больше не с омбудсменом, встреча была с родственниками военнопленных моряков, которые приехали в Москву для того, чтобы завтра быть на суде по продлению меры пресечения морякам, увидеть своих близких. Ну, в условиях, когда следствие отказывает в разрешении свиданий, вот только приезды на судебные процессы — единственная возможность увидеть родным своих моряков. Что касается в целом ситуации, то главная проблема заключается в том, что на протяжении последних 5 лет, ровно с того момента, как российские власти начали захватывать граждан Украины в качестве заложников, политических заключенных, судить их, преследовать в уголовном порядке, украинские власти с самого начала пытались войти в диалог с российскими властями по гуманитарным вопросам в целях освобождения украинских граждан. Но за все это время удалось освободить не более дюжины украинских политзаключенных, и какой-то единой схемы не было. И проблема была не в том, что Украина не пыталась освободить своих граждан, а в том, что Российская Федерация, российские власти отказывались начинать диалог с администрацией президента Порошенко. После президентских выборов в Украине и прихода команды президента Зеленского этот лед стронулся. Мы видим, что идет активная работа двух омбудсменов российской Татьяны Москальковой и украинского Людмилы Денисовой. Состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Зеленским. И во главу угла, естественно, ставятся гуманитарные вопросы освобождения людей. Я надеюсь, что дело военнопленных... Да. Николай, вот извините, я вас перебила. Вот вы сейчас говорите, да, и у нас в Киеве, в Украине завтра из-за того, что суд над военнопленными моряками ожидают чуть ли их освобождения. Вот с юридической точки зрения, насколько это реально? Реально ли, что завтра военнопленных моряков освободят? Нет, я не думаю, что их завтра освободят, ровно по той причине, что российские власти этим судом пытаются обеспечить себе маневр. В случае, если окончательные договоренности об освобождении моряков не будут достигнуты к концу июля, то тогда, не продлевая меру пресечения, российские власти будут в любом случае обязаны чисто процессуально их отпустить 24 июля. На это они пойти не могут, они все-таки закладывают в себе определенный запас. Проблема в этом нет никакой, потому что освобождение возможно без судебного решения. То есть, чтобы оставить моряков под стражей, нужен суд, а для того, чтобы их освободить из-под стражи, нужно всего лишь постановление следователя. Поэтому я думаю, что суд пройдет в обычном режиме, то есть им продлят содержание под стражей. И маловероятно, что до проведения парламентских выборов моряков освободят. А вот после уже, я думаю, что как раз все эти процессы начнут работать в полную силу. Спасибо большое. Это был адвокат Николай Полозов с нами на прямой связи по телефону.